Всем привет! Меня зовут Раиса Зубарева. Вы на канале Движение за независимость Саха. И сегодня у нас очередные недельные новости. Первая новость у нас о том, что сотрудник правоохранительных органов, человек, который находится на достаточно высокой позиции в Министерстве внутренних дел, зовут его Николай Ребров, ударил в ресторане, ударил девушку. Давайте посмотрим эту новость. В Якутске произошел резонансный инцидент с участием высокопоставленного сотрудника полиции и девушки-блогера. В одном из городских ресторанов начальник отдела по МВД республики Николай Ребров сначала шлепнул девушку по ягодицам, а после того, как она возмутилась, ударил в лицо, сломав нос. Видео с ее рассказом быстро распространилось в соцсетях, вызвав общественное возмущение. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева подтвердила личность напавшего и направила обращение главе СК Александру Бастрыкину с требованием взять дело под контроль. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Пользователи социальных сетей, журналисты сразу вспомнили так называемую голую вечеринку, когда в 2024 году компания пьяных сотрудников заняла чужую территорию, заняла чужой дачный участок и занималась там непотребством. Да? Все это вылилось в скандал. Вот. Я хочу сказать, почему такое происходит. Почему такое происходит, почему пьяные сотрудники ведут себя подобным образом. По одной простой причине. Эти люди чувствуют себя совершенно безнаказанными. Эти люди чувствуют, что система всегда будет за них впрягаться, поэтому они никогда не бывают должным образом наказаны. Самое максимальное, что происходит после таких скандалов, да, это увольнение задним числом. Для того, чтобы народ не беспокоился, для того, чтобы народ не возмущался. Ну вот посмотрите, кто охраняет правопорядок, кто охраняет закон сейчас в Республике Саха. Это вот пьяное быдло, которому кажется, что они не служащие, не стоят на страже закона, не стоят на страже, не охраняют людей, да, от беззакония, а имеют право ударить женщину, например. Имеет право напиться, заниматься сексом на чужой территории. Понятно, что не все сотрудники пьют, напиваются и дебоширят. Есть среди сотрудников правоохранительных органов абсолютно нормальные, не пьющие люди, которые со всех сторон, положительные, да, семьянины, заботятся о семье, заботятся о своей репутации в обществе. Вот, понятно, что есть такие люди, и их, наверное, там немало. Но вот каждый такой скандал, он вообще подрывает репутацию правоохранительных органов. И вместе с тем существует среди сотрудников правоохранительных органов такое вот, скажем, субкультура, да, когда употребление алкоголя, силовые методы воспринимаются как такие нормальные мужские поступки. И это может усиливаться тем, что у людей люди имеют очень низкую культуру, низкую профессиональную этику. И чувствуют, что за ними нет никакого контроля. То есть опять та же самая безнаказанность. И система вся, она должна быть подвергнута реформе. Я так считаю. Пример прекрасной Грузии у нас есть, когда практически весь состав правоохранительных органов был поменен. Следующая новость у нас про китайских золотодобытчиков. Давайте посмотрим. Якутские телеграм-каналы опубликовали новость о загрязнении реки Томот китайскими золотодобытчиками. На видео, которое снял местный житель, видна техника и сами китайские рабочие, а также состояние реки. Вот, короче, ребята китайцы у нас вот здесь золото решили помыть. Вот умотали всю дорогу нам. Это ниже сгоревшего моста река Томот. Техника без опознавательных знаков. Че, ничего не надо уже? Вот это техника. Ну, пошли.
Короче, вот такая тут обстановка. Все сосны повалили и в дорогу их закопали. Вот. Съездили мы на рыбалочку на выходные. Вот весь этот сосняк они положили сюда, типа лежневки сделали. Тут деревьев сотни. Сотни, наверное. Это они за 2 дня тут такой свинорой устроили. Вот они просто экскаватором ломали деревья. Вытаскивали их сюда. Брали вон с котлованов песок с галькой. Тоже сюда возили погрузчиков. Там вон куча деревьев поломанных. Вот наши близкие ребята. Соседи, китайцы. Вот сам ключ. Такой красивый ключ был. Напоганил все реки, все притоки, получается, Большого Немыра. Вообще, тема иностранных рабочих у нас, особенно из Китая, всплывает не в первый раз. Я вам напомню, когда это произошло, очень большое тогда тоже резонансное видео было с китайскими рабочими. Это когда Сальдана Авксентьева предложила всех мигрантов проверять на знание русского языка. Вот. И тогда, значит, по-моему, в Тайга Пост появилось большое видео с китайскими рабочими, которые не говорили на русском языке, которые не понимали, о чем их спрашивает журналист. Алданский район. Участок реки Редерга, который обрабатывает ООО «Нордголд». Местные жители поселка Алексеевска стали бить тревогу, то что китайские старатели стали загрязнять воду. Течет река грязная, желтая, имеет цвет и имеет запах. Вот можно подойти посмотреть, какая там вода имеет. На территории работают, по словам местных, около 50 китайцев, для которых через каждые 2-3 дня закупаются продукты в местном продуктовом магазине. Мы приехали, пока никого не видим, но вдалеке он там видим, идет домочек. Ну, вроде говорят, там баня или бутылка какая-то есть. Слышен шум работающей техники. Это вот мы сейчас идем к руслоотводу. Ну, вода желтенькая, да. Это вот руслоотвод. Его делают для того, чтобы с полигона, изменить течение реки, чтобы река шла в другую сторону и освободила полигон для разработки месторождения. Ага. Ага, хорошо. Вот видите, вода такая. Я знаю, тут спокойненько. Вот руслоотвод. Видно, что вода желтая. Вот идет дальше. Здравствуйте. А кто старший есть? Вы говорите по-русски? Нет? Вас сколько здесь? 20, 50? Иза. По-русски никто не говорит, да? Нет, да? Еду. Ага. Работаете здесь, да? Ага. Ясно. По-русски никто не говорит. Только улыбается. В 2020 году спутниковый мониторинг Всемирного фонда защиты природы и фонда «Реки без границ» зафиксировал загрязнение более 1200 километров рек на Дальнем Востоке, включая нашу республику Саха.
Мы все время с вами слышим о том, что загрязняет реки Нордголд компания, загрязняет реки рядом с рудниками, загрязняются реки, которые находятся рядом с рудниками, такие как Синтачан, например, да, вот, Алроса. Алроса загрязняет очень сильно реки. Саха Голд Майнинг, да, есть такие компании, Прогресс. Якутская СК 21 век тоже. В 22 году в Алданском Улусе было загрязнение рек Левый Илымак, Большой Куранах, Орто-Сала и их притоки. Вот, в 19 году в Алданском районе тоже после паводков с размывом старых отвалов загрязнились реки Екакит, Тала и Алдан. Почему это происходит? Нарушение технологии, добыча ведется рассыпным методом, без очистки, в реки сбрасываются стоки. Нет никакого контроля за золотодобытчиками и очень слабое реагирование. Реагируют обычно постфактум, после того обычно, что люди фиксируют загрязнение рек. Ну и мы несем на себе все эти экологические последствия. И тоже никто за то, что они наносят нам экологический ущерб в нашей природе, не наказывается должным образом. То, что они Алросу наказали на 600 тысяч, это вообще копейки. Нордголд как-то выплатил тоже за загрязнение рек 1 миллион рублей. Но это тоже копейки. Они выкапывают и продают гораздо больше, чем платят штрафы. Им, наверное, выгоднее 10 раз штраф заплатить, чем поставить какие-то очистные сооружения. И чем экологически чистым способом добывать золото. Да, и они еще скрывают же. Они еще скрывают. В труднодоступных местах, где они работают, да, и где проживает малое количество людей, и где нет у людей доступа нормального к интернету, вообще никто не может провести мониторинг. Поэтому они делают там все, что они захотят. Совершенно безнаказанно, зная, что им ничего за это не будет. Вот. Власти Якутии тоже скрывают, стараются скрыть для того, чтобы население сильно не возбуждалось и не протестовало против золотодобытчиков. А теперь очень хорошая новость, которая тоже связана с экологией. Арбитражный суд оставил в силе расторжение договора с иркутской компанией «Ангара» на заготовку леса в Алданском Улусе. Очень большую работу провел наш общественник Афанасий Алексеев. Спасибо ему большое за это. И вообще спасибо всем тем людям, которые неравнодушно отнеслись к состоянию, да, к экологическому, к этой проблеме. И активно поддерживали запрет на вырубку леса. Хочу напомнить, что эта компания «Ангара», иркутская компания, она является ведущим экспортером леса в Китай. Вот. Ну и Теперь они уже точно не будут работать. Единственное, что нужно делать, это нужно проконтролировать, чтобы они вывезли всю свою технику. Вот. На самом деле новость очень хорошая. Да, она вселяет оптимизм. Ну и следующая новость – это участие Айсена Николаева в Петербургском экономическом форуме международном. И, в общем, наши провластные тележки сразу все побежали писать о том, какой Айсен Сергеевич Николаев молодец. Подписал, значит, там кучу договоров. Один из самых главных, да, это подписание соглашения о научно-техническом сотрудничестве с акционерным обществом «Газпром» и с самим Миллером. Это соглашение, вот как написано, да, открывает новые горизонты для наших научных и образовательных организаций. Невероятно вдохновляет, пишут люди, да. Мне интересно узнать больше о последствиях этого сотрудничества. Слушать Николаева на этом форуме одно вообще заглядение. Слушать, не наслушаться. В демографической политике работает только комплексный подход. День матери и День отца у нас в 90-х годах появились, когда в России об этом еще не говорилось. Я думаю, что такой пример надо брать и другим регионам, правда. Конечно же, важнейший вопрос – это здоровый образ жизни. С этого года по 300 тысяч рублей мы и на третьего, и на всех последующих детей выплачиваем. И вот сейчас как раз только с сессии по народосбережению пришел. У нас это получилось по кино, у нас это получилось по IT и по остальным 7 еще направлениям, начиная от анимации и заканчивая модой. В скором времени всех вас удивим очень приятно. Мы сегодня замахиваемся на то, чтобы в Якутии был создан центр кино реально мирового уровня.
количество полнометражных фильмов, снятых в Якутии, впервые вышло на 2-е место в стране после Москвы. Мы обогнали Санкт-Петербург. Мы самыми первыми стали отмечать День матери и День отца. Мы все ведем здоровый образ жизни. Нас теперь стало больше 1 миллиона. То есть демографические показатели выросли. У нас, значит, народосбережение активно. Мы сберегаем свой народ, оказывается. И опять же он хвастается тем, что у нас, значит, очень хорошие показатели в IT-индустрии, да. У нас очень хорошие показатели в киноиндустрии. Он хочет построить центр кино. Это вот, видимо, тот самый кинопавильон, о котором все говорят, да, в последнее время. Мирового уровня. А ничего, что у нас ЖКХ загибается. В общем, сказочник еще тот. Сказочник еще тот. Его послушать, так мы живем практически в демократической, в самой-самой демократической стране. У нас все есть. Мы самые первые, мы самые передовые, мы самые лучшие. Вот за этой красивой картинкой, которую Айсен Николаев рассказывает на международном форуме, да, не кроется ничего. Не кроется ничего, кроме разрухи. Если все эти люди, которые там сидят и его слушают, развесив уши, да, приедут в республику Саха и поедут, например, в арктические улусы, они будут в шоке. И они больше никогда не пустят его на этот международный экономический форум. Хотя пустят. Они сами такие, видимо, там все собрались такие люди, которые выдают желаемое за действительное. Вот он такой, Айсен Николаев, выдает желаемое за действительное. На самом деле, я даже не знаю, желаемое для него это или нет. Желает ли он, чтобы жители республики Саха наконец-то жили достойно или нет? Тоже очень большой вопрос. Но вот такие у нас, значит, сегодня не очень хорошие новости. Кроме того, что вот, да, все-таки лес в Алдане не будет вырубаться. Всем спасибо. На этом, пожалуй, сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. До встречи на следующей неделе.